Как мусульманину добиться дисциплины и порядка в жизни? Ищите ответ на shakirt.com. Ссылка в описании. Мир и милость Аллаха всем тем, кто последовал до судного дня за праведными предшественниками. Недавно добрая половина человечества наблюдала за поединком между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Поединок как поединок, коих проводят сегодня тысячами по всему свету. Но то пристальное внимание до самого боя и тот ажиотаж, который был во время боя и после, отголоски которого и по сей день слышны, не поддаются описанию. Всевышний Аллах говорит: «Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее. Если бы беззаконники, узрев мучения, увидели, что могущество целиком принадлежит Аллаху и что Аллах причиняет тяжкие мучения». В этом аяте Аллах сообщил, что, несмотря на полную ясность в этом вопросе, среди людей есть такие, которые уподобляют творение Создателю, испытывая к ним искреннюю любовь, оказывая им великие почести, проявляя перед ними покорность и поклоняясь им иным образом. Если человек продолжает поступать так после того, как ему привели неопровержимые доказательства истинности единобожия, то он является неверующим, который либо упрямо противится Аллаху, либо отказывается размышлять над знамениями Господа и различными творениями. Такой человек не имеет ни малейшего оправдания своему неверию. Более того, он заслуживает самого сурового наказания. И посмотрите сегодня на Дагестан, который принимал чемпиона, недавно защитившего пояс из куска железа. Посмотрите на оголтелую толпу фанатов и этих людей, выкрикивавших такбиры и возвеличивавшие Аллаха из-за харамной победы, которая не принесла ни унции пользы в копилку этой уммы, как не принесло бы и его поражение. Уподобились эти люди неверующим, которые бегают за своими кумирами, как только что родившиеся телята бегают за своей матерью. И мы еще задаемся вопросом, почему Аллах унижает эту умму. Да потому что Хабиб не несет никакого ислама в массы. Как запретный мордобой может олицетворять призыв? Как суджуды и такбиры на поприщах кафирских развлекательных шоу, где ходят полуголые девушки, распиваются галлонами пива и вино, могут называться да'аватом? О чем вы говорите, люди? Когда призыв ведется посредством запретного, зачем вы обманываете самих себя? Кафиры создали UFC, чтобы развлекать своих же кафиров. И мусульмане в лице этих бойцов в этой шахматной игре лишь рабы и пешки, которые отыгрывают заданный этими кафирами сценарий. Шайтан унизил их и заставил их играть по правилам кафиров и потянул за собой всех этих фанатов, которые создали для себя кумиров в лице Хабиба и убеждают других, что он и его бои имеют какое-то отношение к исламу. Валлахи, ни его бои, ни его фальшивая слава не имеют никакого отношения к исламу и никогда не имели. И тот харам, который он создал вокруг себя посредством запретных римских колизейных рабских боев, став объектом для подражания далеких от ислама людей, завтра, в судный день, повесят ему на шею, если он не покается в этом мире. Не на этом были наши праведные предшественники. Вы можете себе представить, чтобы Умар ибн Хаттаб или Абу Бакр или Тальха, да будет доволен ими всеми Аллах, выходили бы в клетку октагона, оголив свое тело, дрались бы на ней, когда лицезрели бы их глаза сотни раздетых женщин и тысячи пьяных кафиров? Вы можете себе представить, что они, привезя из-за океана какой-то пояс из куска железа, сделанный кафирами, гордились бы этим, ездили бы с ним по улицам Мекки и Медины, показывая его? При этом все бы сподвижники собирались бы и праздновали бы это событие так, будто они отвоевали Аль-Кудс. Клянусь Аллахом, не развлекали они так кафиров, в то время как последние от умиления напивались вином, смотря за кровавым мордобоем. Клянусь Аллахом, дрожали их души и колени лишь от упоминания их имен. Содрогались их сердца, когда они слышали издалека топот надвигающихся конниц и звон звенящих мечей и сабель сахабов, разговоры о которых долго оставались в памяти и на устах ни одного поколения кафиров. А что сейчас? Поднимая указательные пальцы вверх и произнося громогласные такбиры на шоу кафиров, люди начали сходить с ума. Да так, как будто один боец установил халифат на этой земле. Так, как будто он избавил от страданий Сирию, Ирак, Мьянму и еще сотню городов, в которых страдают наши братья и сестры. Что же вы не собрались также многотысячными толпами и не кричали, и не восхваляли Аллаха,
когда под бомбами в Сирии, Ливии, Ираке, Йемене и других местах убивали ваших братьев и сестер, радость от победы в рабском харамном бою стала для вас слаще и превыше горя и страданий ваших братьев и сестер? Что с вами? У вас что? Кастрировали человеческие ценности? Где ваша идентичность? Где ваша бара в отношении зрелищ, придуманных кафирами? Не причастны мы к их хлебу и зрелищам, как не причастны они к нам. И когда твоя душа возвратится в свою могилу, придут два ангела, Мункар и Накир, и у этой души не будет защиты от них. Эта душа не защитится от них, и они схватят ее. Они спросят у нее: «Мана Раббук?» Они не будут ждать, пока вы будете думать. Они даже не захотят, чтобы вы это поняли. Они скажут: «Мана Раббук?» Кто твой Господь? Отвечай немедленно. Она скажет: «Я не знаю. Деньги, я, семья, моя работа. Это мои боги, это то, чему я служил и чему вы служили. О том и будет говорить ваше сердце. Вы не сможете соврать в ахирате. Вы будете правдивы. Будете говорить: мой Господь Иисус». Рэп, кино, кинозвезды, чем бы это ни было, это то, о чем вы скажете. И они начнут разбивать вам вашу голову молотом, который превратится в итоге в пыль. И когда вы закричите, пророк, мир ему и благословение, сказал: «Все живое это услышит, кроме людей и джиннов». «Я бы дал вам послушать то, что происходит в могилах», сказал пророк, мир ему и благословение, «но я боюсь, что после этого вы перестанете хоронить своих мертвых».